причины, когда я думала о том, как работает мозг. Потом у меня было много обучения, то есть я училась у Татьяны Владимировны Черниговской, я училась в университете Дюка. Но через это все я пришла к мысли о том, что же руководит мозгом, да? Откуда это вообще появляется мысль какая-то, да? Что заставляет нас двигаться так или иначе. И интересно, что я подумала, что, наверное, движет нами сознание. Когда где это сознание у нас живет. То есть у нас есть дух, у нас есть душа, у нас есть тело, разум и чувства. Да? И мы, ни один ученый никогда не скажет, где в теле оно находится, где вообще это располагается. И когда я начала думать о том, как вообще нейробиология и когнитивистика может это объяснить, я поняла, что в целом, наверное, клетка говорит, и информация, которая записана в клетке, говорит мозгу, что делать. И тогда вот этот импульс, да, как будто исходит от клетки. А что записано в клетку, у нас изучает генетика. Но генетика говорит о том, что 99% записанных в клетке информации – это мусорная ДНК. А 1% – это настоящая генетика. Это то, какие у вас будут глаза, какие у вас будут волосы, какого вы будете роста. То есть это такая передача именно ваших каких-то черт. И все, что касалось абсолютно каких-то паттернов, да, которые мы передаем из поколения. Вот у меня прекрасный пример, есть вятский, у меня есть студентка, которая не может пить горячее. То есть она приходит в кафе и говорит, можно просто разбавить чай, чтобы он был прохладным. Они на нее смотрят как на сумасшедшую. Она говорит, у меня в семье все так делали, много поколений. И потом, когда она поняла, что она из Вятской губернии, оказалось, что все в Вятской губернии так и делали. И это вот тоже, да, такая межпоколенческая передача интересная, которая происходит и записывается в клетку просто как какой-то выживательный такой комплекс. Это я рассказала. Давайте немножко расскажу про книжку. Книжка, я безумно благодарна вообще Бомборе за то, что мне поменяли название, потому что название у меня родилось в первый час после того, как мне позвонила Бомбора и попросила написать книжку про эпигенетику. Они меня попросили написать книгу, потому что у меня вышло интервью, где я рассказывала про очень классные исследования. Я вам сегодня еще расскажу. И в этот момент я была в горах, в своих любимых горах, я обожаю горы. И у дедушки, который там стоял, я купила маленький аммонит, который я ношу на цепочке. И этот аммонит, соответственно, я держала в руках в тот момент, когда Бомбора мне позвонила. И мы начали работать над книгой, я начала ее писать, и когда мне прислали обложку, люди, которые работают в Бомборе, они не знали про аммонит, но они мне прислали обложку с аммонитом. И это, конечно, было невероятная вообще символика, то есть для меня это невероятно глубоко и какой-то, правда, в этом есть символизм. И поэтому, несмотря на то, что все вокруг критиковали обложку и говорили, что как это относится, аммонит, да, он древний, но как будто бы это к клеткам никакого отношения не имеет, я обложку менять не стала, потому что для меня это будет очень важная конструкция. Обложку мы перерисовывали сами, потому что Бомбора на тот вариант, который публиковался, и вообще все иллюстрации книги сделаны мной. Они сделаны они сделаны по формату конспекта. Я очень люблю конспекты, я невероятно люблю писать книги. И я конспекты все время оформляю на iPad, и, соответственно, эти конспекты мы взяли за основу, когда сделали там иллюстрации. Их немного, потому что они душные. Книжка призвана быть недушной, Бомбора меня останавливала и просила расшифровать каждую вообще непонятную историю, каждый эпитет, который был непонятен. Они даже предлагали мне отказаться от слов крамольный и прочее. И я сказала, что люди, которые читают мою книгу, должны хотя бы понимать, что такое крамольный. Пожалуйста, оставьте. Но на самом деле я очень благодарна тому, что они поменяли название, да, что они очень трепетно относились вообще к правкам. То есть, да, их было много, но в основном они касались именно каких-то понимания, да, того, как это вообще должно выглядеть. И теперь давайте поговорим про контекст эпигенетики вообще в целом. Гены – это приговор или не приговор, и при чем тут вообще гены? Но главное открытие эпигенетики, как я и сказала, да, в том, что 99% вашей ДНК, которая раньше называлась мусорной, на самом деле это эпигенетический ландшафт, который так или иначе содержит какие-то данные о том, как ваши клетки выживали. И в клетку записывается именно выживательная ваша функция. Да? Безусловно, там будут какие-то штуки, которые вам помогают. Например, ваши клетки не знаю, были музыкантами. И рюкзачок, который они вам оставили, да, куда сложено все самое классное и не очень классное,
вот заложена эта информация тоже. И по сути вам выбирать, да, что из этого брать, что нет. Но выбирать достаточно сложно, потому что когда предок туда это вложил, он сказал, точно это надо брать, потому что это надо верить. И мы по инерции, да, так или иначе, продолжаем двигаться вот в этой стезе и продолжаем выбирать, да, эту историю. И это касается очень многих вещей в жизни. Мне нравится метафора дирижера. То есть если мы скажем, что, допустим, есть ДНК, и ДНК это партитура, да, в которой записана, допустим, какая-то прекрасная симфония, то эпигенетик это дирижер, который говорит, так, вот здесь вот виолончель, пожалуйста, потише, а скрипку, пожалуйста, можно вот погромче, а вот эти инструменты, пожалуйста, вообще молчите. И получается, что эпигенетика, она рулит этим процессом. И ДНК, по сути, у нас не меняется последовательность, но какие-то гены, какая-то суть, да, или последовательность, она может быть закрыта или заклеена. И если брать другую метафору, которая тоже мне очень нравится, можно взять метафору книги рецептов. То есть если мы решим, что, допустим, наша ДНК похожа на книгу рецептов, то тогда какие-то рецепты будут закрыты стикерами. И тогда, когда мы готовим, мы эти стикеры не используем. То есть мы используем только те рецепты, которые открыты. И как выглядит вообще наша в целом жизнь. Да? Например, мы можем, мы все наверняка знаем, да, вот эту историю про то, что мы строим отношения по принципу того, как строили наши предки. Если, допустим, мы вошли в какие-то абьюзивные отношения, не мы, а наша прабабушка вошла в какие-то абьюзивные отношения с мужем, он ее бил, то, соответственно, у нас в ДНК будет записано, что мужикам верить нельзя, лучше вообще замуж не ходить, а если ходить, то вот выходишь замуж, а потом срочно от него убегаешь. И вот эта штука, вот эта конструкция, да, она будет записываться в ДНК, и это не какая-то придуманная, да, история, это чисто научная концепция, которая записывается в ДНК. И есть совершенно... Изменить это можно? Да. Изменить это можно? Да, я буду об этом говорить сегодня. Да. Есть совершенно потрясающая, моя любимая, наверное, часть исследований, с которого вообще все началось. Это исследование Диаса и Реслера 2014 года, исследование мышей, самцов, которых... Нет. Это исследование мышей-самцов, которых посадили в клетку, били током, и в этот момент пускали в эту клетку запах ацетофенола. И ацетофенол – это запах такой черемухи или миндальной косточки, что-то такое похожее, или абрикосовой косточки. И у мышей сформировался настолько четкий паттерн, сформировался относительно того, что удар током и запах ацетофенола – это одно и то же, что они в определенный момент времени, даже просто чувствуя запах ацетофенола, начинали истерить, бояться, метаться по клетке. И самое интересное, что это передалось потомкам. И передалось потомкам не тем, которые были зачаты, да, просто так. Это передалось не тем потомкам, которые жили с ними, а это передалось тем потомкам, которые выросли в пробирке. И это напрямую доказывает, да, что, соответственно, если потомки потом от запаха ацетофенола начинали метаться по клетке, у них возрастала тревожность, да, то мы говорим о том, что в целом любая поведенческая вот такая штука, которая вызывает животный страх, да, которая ведет к смерти, она у нас записывается в ген. Как вообще этот страх возникает? Если вы чувствуете, что возникло вот такое ощущение, что ты вздохнул, вот, да, то есть вот этот испуг до вздоха, это значит, что, соответственно, это где-то застревает в теле, и, соответственно, мозгу передается дальше сигнал, что это опасность, амигдала срабатывает центр тревоги наш, да, и посылает сигнал в клетки, что, соответственно, с этим нужно что-то делать. Есть второе классное исследование, которое я очень люблю, это эксперимент с мышами Агути. Мышей Агути, которые склонны вообще к ожирениям и к тому, чтобы менять окрас. Когда их кормят плохо, их кормят какой-нибудь неполезной едой, вот в данной ситуации я написала, что бисфенол, который в пластике, да, который от нагрева выделяется, то мыши страдали ожирением, у них были желтый такой болезненный окрас, и они были очень больны. Но как только, допустим, матерей, которые находятся, у которых в утробе находится во время беременности кормили фолиевой кислотой, B12, холином, бетаином, а бетаин это вообще донор метильной группы, то есть он как раз отвечает за то, чтобы нужные стикеры в нужных местах были приклеены, а не нужные отклеены. И тогда у нас становилась снова коричневая мышь, такая прям здоровая, атлетичная, классная мышь. И тогда мы понимаем, да, что у нас по сути переписывание вот этого гена, да, она лежит в разных плоскостях.
понимаем, что влияет на это не только то, как прожил предок, да, но и то, как мама, допустим, себя ощущала, когда вас носила. И очень много исследований о том, что есть разное влияние в зависимости от того, мать переживала там, в первый триместр, во второй триместр или в третий триместр, да, какие у нее были травматические события. И если мы говорим про вообще в целом, да, про беременность, да, то это интересная история, потому что если у отца, когда он рождается, у мальчика, да, у них половые клетки начинают созревать с момента рождения, то и в момент полового созревания они, соответственно, входят в полную силу, то у девочки они начинают формироваться в утробе матери. И получается, что по сути у вас уже есть клетки бабушки, уже есть клетки мамы, и вы начинаете вынашивать своих детей уже будучи в утробе. Это очень красиво. И если мы говорим про гены стрессоустойчивости, стресс вообще в целом, да, как он работает? У тебя повышается кортизол, амигдала кричит: боже мой, опасность, есть какая-то неопределенность, нам нужно спасаться. И в этот момент у вас активируется все, что нужно для выживания, и дезактивируется все, что для выживания не нужно. Все, что мозг считает, да, что это нужно для выживания. Поэтому, если мы хотим родить ребенка, а мы находимся в стрессе, это невозможно. Потому что по факту в этот момент у нас отказывает пищеварительная система, да, поэтому мы либо не можем набрать вес, либо наоборот набираем его. Да. И у нас деактивируется деторождение. То есть мы в этот момент не можем физически рожать, потому что мозг находится в мобилизации для других дел. Но у нас в этот момент активируется тело для того, чтобы все мышцы были в тонусе, чтобы, если что, мы могли с кем-то драться, могли убегать. И активируется все, что связано с обонянием, с чувствованием, для того, чтобы распознать опасность. Для того, чтобы если в кустах мы увидели льва, да, мы быстро его увидели и убежали. Дальше у нас выбрасывается, соответственно, там целый биохимический коктейль, но глобально кортизол, с которым мы должны бороться. И после этого, вот после вот этого, да, у нас происходит метилирование, метка садится на определенный вид генов, и ген молчит. Или наоборот кричит, в зависимости от того, какую программу выбрал организм здесь. Но хорошая новость в том, что метки, естественно, можно снять. Это не всегда быстрый процесс. Точнее, даже это скорее никогда не быстрый процесс, потому что это прям тело должно как будто бы видоизмениться, то есть клетка должна как будто бы обновиться. У меня в книге вот есть хороший пример о том, как моя мама лечила свою травму. У нас прадед был в концлагере, и у нее прям была эта травма. То есть у нее были жуткие мигрени, которые, соответственно, сопровождали ее. Она работала с психологом в подходе ИОТ. Мы прям очень-очень расписали эту программу, как можно будет лечиться, и у нее изменился отпечаток пальцев. У нее начала слазить кожа на руках, и полностью изменился отпечаток пальца и прошли мигрени. И это вот как раз пример того, как это происходит. То есть это не может произойти, как раз я проснулся, я уже поменялся. Нет, это происходит, это реальное изменение вашей клетки, да, то есть на физическом уровне что-то должно произойти. И хороший пример, который мне нравится, это голландская зима в Нидерландах, голодная зима в Нидерландах. Это пример, наверное, самый иллюстративный. С блокадой примерно та же самая история, но немножко другая, потому что если в голландской зиме там блокада и голод наступили моментально, у них было все очень хорошо, и потом раз, и трагедия, то и люди были не готовы к этому, у них вот этот животный страх принялся сразу. То в блокаду мы наблюдаем немножко другую картину, потому что до блокады у нас были, да, там, одна революция, вторая революция, раскулачивание какие-то там 30-е, потом, соответственно, были какие-то истории про Голодомор, да, и вот к какому-то моменту люди уже пришли настолько истощенные, что для них блокада, конечно, была страшна, но вот таких изменений мы именно прям напрямую не видим. Но Голодомор, допустим, в Украине и в Краснодарском крае, да, и в Руанде, они выглядят примерно так же. То есть, что происходит? Мы запасаем жир на случай голода, то есть люди рождаются с такой программой. И это риск ожирения, это риск диабета второй степени, и это сердечно-сосудистые заболевания с большой долей вероятности у всех потомков. И там корреляция не такая, что это там 30%, да? Это прям 88% того, что ты это унаследовал. Это, конечно, страшная статистика, но она говорит о том, что мы в целом можем как будто бы уже понимать, куда смотреть. Нам кажется, что мы просто едим много, да?
И мне нравится вообще история про башкирскую мудрость, потому что как будто бы, да, у вас невероятная связь с предками, с поколениями. И это вот штука, которая, мне кажется, не во всех народах вообще присутствует. И я подобрала, если вдруг я это неправильно как-то назвала, вы меня поправьте, потому что я, конечно, не очень это понимаю, но я подобрала штуки, которые в целом являются опорными конструкциями для того, чтобы как раз такие вещи побеждать, да, чтобы метилированные гены не допускать или работать с ними. Ну, во-первых, есть вот этот хэктау, да, ритуальное причитание и плач на башкирском. Это же ритуал, и у нас сейчас ритуалов немного. То есть мы даже свадьбу, да, превратили во что-то такое очень социально адекватное, но на самом деле нет вот этой вот истории про переход, да, переход, допустим, невесты из одной семьи в другую, да. И это же очень важно, то есть девушка переходит, получается, ей нужно старые нейронные связи разорвать, да, то есть ей нужно понять, что вот эта вот семья, соответственно, она переходит в новую семью, сформировать новые нейронные связи. И вот эта вот штука про то, что она по сути должна как будто бы оплакать то и перейти в новый статус, это стресс, огромный стресс, который, если она не выплакивает, и если она с этим никак не работает, то это, естественно, да, как такая травма, да, запечатывается в гены. И есть прям очень, на самом деле, иллюстративные исследования, которые говорят, что это потом аутоиммунка, мигрени и прочее, именно невыплаканные какие-то слезы, да, травмы, перехода в состояние и прочее. Нам же что кажется? Если мы вдруг купили квартиру и переезжаем, это классно. Это, конечно, классно, но это огромный стресс, потому что нам нужно вот с тем местом расстаться, найти что-то новое, то есть сформировать какую-то привязанность к новому месту. То же самое абсолютно и с семьей, то же самое абсолютно и с новой работой. Да? То есть нам тоже кажется, что, боже мой, мы перешли на новую работу, у нас там доход сейчас вырастет, и все классно, но нам же нужно привыкать к этому, и мы все время недооцениваем, да, наше влияние. То же самое про заговоры, про вишектуй, да, это очень классные ритуалы, которые очень похожи на современные психологические практики. И я все время шучу, что наши предки нас опередили на 150-200 лет примерно, потому что то, что они советовали, то, что они делали раньше, да, очень-очень как будто бы сейчас развивается в современной нейробиологии, в современной психологии. И, допустим, тот же вишектуй, да, он работает как билатеральная стимуляция, когда ты постукиваешь, да, посттравматическое расстройство снимаешь, постукиваешь по плечам. Ну и у Майи, птица Майи, да, она, соответственно, как опорная конструкция вообще хорошо работает, потому что у вас должны быть какие-то фигуры, на которые вы смотрите, то есть даже мифологические фигуры, да. Мы же когда вот смотрим на какие-то былины, на какие-то сказания, да, это всегда собирательный какой-то образ, который помогает нам заземлиться, да, который помогает нам каким-то образом слиться с нашим прошлым. И, ну, по сути, это все, да, позволяет современным языком, если говорить, закрыть гештальт, да, то есть такую петлю, которая у нас сформировалась травматическая, ее закрыть. Еще мне нравится очень пример с природы, то, как эпигенетическое наследие вообще на нас влияет. Есть матки, есть рабочие пчелы. Кто-нибудь знает, чем они отличаются? Рабочие пчелы, они бесплодные, а матка, она производит яйца. Конечно. А пчелы за ней ухаживают. Вот, да. То есть матка, во-первых, чтобы вы понимали, живет 4 года. А обычная рабочая пчела живет от 2 до 3 месяцев. Представляете, разница какая? Матка дает потомство, рабочая пчела не дает потомство. Ну и матка большая, да, такая красивая, а, соответственно, рабочие пчелы маленькие. Почему так происходит? Рабочие пчелы, их кормят с детства, ну, с самого рождения, да, пергой и медом. Матку кормят маточным молочком. В маточном молочке есть белок, который называется релактин. И этот релактин содержит в себе вещества, которые позволяют вот эту вот историю про метилирование гена, да, специального, который отвечает за деторождение, за то, какой ты будешь, за твою длинную продолжительность жизни вообще, она позволяет, соответственно, эти гены открыть. И тогда у меня, соответственно, вопрос, чем питаемся мы, потому что мы питаемся же не только едой, да, но едой тоже, это важно, что мы едим, потому что это как будто тоже влияет на продолжительность жизни, и там уже доказано про Альцгеймера, да, что мы, соответственно, можем каким-то образом превентивно решить этот вопрос, да, решая вопрос с питанием, но мы же питаемся еще общением, мы питаемся какими-то книгами, мы питаемся
какими-то отношениями, новостями, да, и это очень важный какой-то контекст, потому что то, что вы в себя впускаете, да, то и, соответственно, остается. И если мы говорим про родовые сценарии, да, про то, что мы копируем не только глаза, мы копируем еще и какие-то прекрасные наши или не очень прекрасные паттерны, которые идут из семьи, мы, безусловно, можем их передавать между поколениями, когда мы слышим всегда это в семье, да, то есть мы слышим в семье все время, все мужики козлы. Мы на веру приняли, даже если нам кажется, что не приняли, мы приняли. Но всегда все идет из семьи, и мы, соответственно, понимаем, что даже если вдруг мы не хотим действовать так, как действовал наш папа или мама, да, мы будем действовать от обратного. И это, получается, мы тоже действуем из семьи. Но чаще всего эта история происходит бессознательно. То есть чаще всего это штука, которую мы вообще не осознаем, это инерция, которая запускает процесс. И это вот как раз та история, про которую я рассказывала, что мы в рюкзачок с предками положили какую-то информацию о выживании. И выглядит это как реально вот такая тропинка маленькая, да, вот мы идем, как будто бы примяли траву. Первый раз идем по этому лесу. А потом, если мы по этому лесу не ходили, то есть мы какое-то действие больше не совершали, то трава заново отрастет и все хорошо. Но если вдруг мы повторяем изо дня в день одно и то же, да, то возникает такая большая уже грунтовая дорога, а потом многополосное шоссе. И мы понимаем, что мы по инерции по этому шоссе, естественно, идем. Но мы не ходим, допустим, вот там, где нам завещали предки не ходить, потому что там яма, а там уже тоже многополосное шоссе, там тоже можно ходить. Но мы почему-то там не ходим, потому что предки завещали опасаться. И вот это очень важная штука отследить, да, где мое, а где вот то, что говорили предки. И понять, что, допустим, это у них случилось в 19 веке, да, и я до сих пор по этой инерции иду. И я, допустим, понимаю, что их раскулачили, у них забрали все, допустим, забрали имя, забрали возможность зарабатывать, забрали возможность быть предпринимателем. И я по инерции думаю, что это точно не мое, мне туда нельзя, потому что как будто бы есть опасность жизни, да, потому что когда у тебя забирали что-то, не дай бог вообще у тебя что-то оставалось, или не дай бог ты сопротивлялся, потому что это была прямая угроза жизни. И есть два хороших примера у меня по этому поводу. Во-первых, я очень много занимаюсь генеалогией, то есть я свой род прям много раскапывала, специально ездила по всей России, в архивах сидела, стояла ногами на местах, где, соответственно, стояли мои предки. И для меня было невероятно важно делать это самой, хотя мне говорили, давай мне заплатим денег, и, пожалуйста, в архивах я посидела. Но мне прям важно было документ увидеть, который мой прадед подписал, увидеть его фотографию, прям потрогать ее. И я узнала, что мой прапрадед Андрей Михайлович, он в революции 1905 года, когда он работал на заводе Нобеля, он вышел на площадь перед солдатами и просил не убивать рабочих, не расстреливать. Естественно, да, там была толпа солдатов, его схватили, посадили в тюрьму, и я видела этот документ, где написано, что он лишается всех прав, он лишается всего состояния, всех титулов, и его ссылают на Енисейскую ссылку, и все его дети не имеют права ничего наследовать. Когда ты держишь этот документ в руках, как будто бы у тебя очень много объяснений вообще, почему и что как происходит. И у меня, допустим, был жуткий страх вообще выступать на публике. Он у меня до сих пор есть, но он уже много меньше фонит. Я потом только поняла, что, конечно же, когда ты выходишь на площадь перед солдатами и понимаешь, что тебя сейчас сошлют или расстреляют, естественно, ты в поколение своих последующие, да, этот страх передашь, потому что не надо. Я знаю, как это закончилось, вот не ходи туда. Это первый пример. Второй пример – это моя клиентка Мария. У нее был потрясающий тоже иллюстративный, мне кажется, пример для многих. У нее был очень классный муж. Он невероятно ее любит, он невероятно ее балует, но у нее все время была навязчивая идея, что муж ее меняет. Там была ситуация, связанная с ее прадедом, который он пропал без вести на войне, а потом его в магазине спустя несколько лет, старая семья, обнаружила с новой семьей. И, естественно, да, у всех потомков в голове было просто адский страх вообще и непонимание, как можно, да, такое обязательство осуществить. Соответственно, в гену женщины записалось, что вот им точно доверять нельзя, потому что точно где-то обманут. Потому что даже этот, который вроде бы герой, да, сделал такой фильм. Можно на самом деле распознать свои сценарии, попробовав их прописать. Да, то есть я прям очень рекомендую. В книжке на самом деле даны прям
большой список вопросов и дан QR-код на платформу, которую мы сделали, и в платформе там можно прям сделать генограмму свою построить, и там с помощью математической модели выдается, какие паттерны вообще у вас могли бы быть, и вы, соответственно, их себе понимаете, не понятно. И можно прям поспрашивать себя, какие фразы вообще у меня звучат в голове, да, вот это вот «не высовывайся», «деньги это зло», там, «будь скромнее», или там «любить точно нельзя, нужно выходить замуж за того, кто меня любит», да, а вот мне любить нельзя. Это же тоже звучит откуда-то все. И классная история, которая я когда изучала мозг, я изучала такой феномен, который называется эффект Зейгарник. И когда я писала книгу, я вдруг проснулась среди ночи и такая: господи, это же все связано. И прям помню, что я искала ручку с листочком, записывала быстро, и думала, что происходит, почему ты встала. И в чем он заключается? Знаете же, да, вот этот эффект, когда любовь вроде не случилась, точнее, любовь-то случилась, но продолжения не случилось никакого. И мы этого человека всю жизнь потом помним, потому что какое-то незавершенное что-то вот осталось. Или, допустим, человек на вас обиделся, вы не понимаете, за что, и вы вот ходите с этой мыслью очень долго, можете там много-много лет ходить, да? Потому что непонятно, что произошло. Мозг все время на всякий случай это прокручивает. Он на всякий случай это держит в операционной памяти и не забывает, да, для того, чтобы понять, что же вообще произошло такое. Или разговоры, которые, да, никак не закончились, он тоже очень любит это прокручивать. Так вот, у этого эффекта есть потрясающее имя, эффект Зейгарник. Блума Зейгарник открыла его в 1927 году на официантах. Она увидела, что если официант закрывает заказ, то он уже его не помнит. А если вот он не закрытый заказ, то он помнит его вообще досконально. И она начала изучать этот феномен, соответственно, вот она написала большую докторскую диссертацию, которая на самом деле сейчас ей пользуется во всем мире, да, хранится она в Гарварде. И это прям очень-очень красивый эффект, который говорит о том, что по факту все незавершенное, да, травма предков, если она не была завершена, она по сути переходит для потомков для того, чтобы они завершили. Я нашла недавно в Писании потрясающую фразу, которая вообще тоже все объясняет. Я такая: господи, почему я не использовала ее в книге? Звучит она так: предки ели виноград, а у потомков на зубах оскорблены. И тоже, да, как красиво. То есть, мне кажется, они все знали, мы просто только сейчас до этого доходим. И, безусловно, да, у нас вот этот вот незавершенный гештальт, он висит в психике рода. И почему предки наши невероятно умные были? То есть, если мы посмотрим на Кавказ, там есть, говорят, ровное место. Потому что то, что не завершено, должно быть завершено. И таких много, да, каких-то ритуальных штук, которые завершают как будто бы. То есть свадьба – завершение. Смерть, да, там тоже очень много обрядов, которые должны сделаны быть для того, чтобы все окружающие поняли, что человек ушел, да, и чтобы человек как будто бы его отпустили. Поэтому вот этими ритуалами на самом деле пренебрегать ни в коем случае нельзя. Это очень важно. Я считаю, что это вообще культурное наследие, которое нужно адаптировать просто с нашей реальностью, обязательно использовать. И инструменты перезаписи генов. В книге я даю немного больше, конечно же, потому что это же терапия, и причем терапия особого вида. То есть не всякая терапия подходит для перезаписи. Какая-то работает именно с текущим состоянием, да, с нормализацией, какая-то подходит для кратковременного эффекта. Но если мы говорим не про терапию, а про то, что мы можем делать сейчас, да, и что мы можем как будто бы немножко позвучать как будто бы в коротком промежутке времени, это дыхание. Дыхание невероятно важно. Я адепт медитации. Я когда пришла в Гарвард на первый урок, у нас был потрясающий индус-профессор, который сказал: а теперь, дети мои, давайте 10 минут помедитируем. Я была вне себя от ярости. Я просто практически топала ногами, потому что лекарство транслитера пришло придумывать, да, вы мне эзотерическую муть какую-то пытаетесь всунуть. Но потом, почитав исследования про связь вообще мозга и медитации, я, конечно, в это дело втянулась. И к моменту, когда я приехала в буддийский университет, я там тоже изучала взаимодействие, как мозг реагирует на медитацию. Но там уже медитировали по 5 часов, а я медитировала к этому времени по часу. И 5 часов, конечно же, медитировать я вас не призываю, но вот дыхание – это одна из таких практик, которые в целом можно вести на постоянной основе для себя, для того, чтобы
не записывать внутрь для того, чтобы расслабляться, потому что очень хорошо снимает стресс, очень хорошо работает с уровнем кортизола. Дышать можно по-разному. Я вот на следующем слайде покажу один из вариантов, да, Вейла. Но можно скачать приложение, называется «Дыхание по Виму Хофу», по-моему. Оно бесплатное, и там дается, сначала дышишь минуту, потом 2, потом 3, 5, ну так. И сначала может кружиться голова, потому что у нас у всех кислородное голодание, мы вообще не привыкли дышать, да? Но потом ты втягиваешься, и прям есть очень заметная корреляция о том, как стресс на 45% падает просто за счет того, что вы чуть-чуть подышали. То есть буквально 2-3 минутки, и у вас стресс падает. А мы как будто бы подышать в любой момент времени можем, да? То есть даже если у нас какой-то конфликт или совещание, мы можем позволить себе сказать: подожди, пойти подышать, прийти и уже общаться хорошо. Дальше. Слово и письмо. Это удивительный факт, но наш мозг не распознает. Так работает, кстати, аффирмации. Я долго сопротивлялась, но аффирмации работают, к сожалению. Наш мозг не распознает слово, письмо для человека, который, допустим, его получит или не получит. То есть, если мы написали письмо адресно человеку, даже если его уже нет в переводе, да, он, допустим, ушел, или мы не можем, да, ему отправить это письмо и отдать, нашему мозгу кажется, что мы написали. И тогда получается вот это ритуальное завершение как будто бы чего-то, какого-то процесса, оно происходит. Это письмо прям не обязательно вручать, вы можете его сжечь, да, то есть вашему мозгу надо от него избавиться каким-то образом. Кто-то пускает его по реке, кто-то сжигает, кто-то еще что-то с ним делает. Можно, конечно же, отправить. И тогда это тоже как ритуальное завершение работает очень хорошо. Ну и тело и ритуал, да, танцы, объятия, все, что связано с так или иначе с каким-то активным, да, адреналином, выбросом, работает тоже классно, потому что это снимает интересные какие-то истории. У нас вообще мозг заточен на то, чтобы максимально мало работать. Вот если вдруг вы его заставляете работать, он будет всячески сопротивляться. Например, вот у вас зажало где-нибудь там какую-то мышцу. Он не будет стараться ее расслабить. Ему вообще до этого не очень. То есть то, что вам ходить неудобно, мозгу будет совершенно наплевать. Он сделает так, чтобы вы смогли ходить, но, допустим, немножко кривенько. И если вы с этим ничего делать не будете, то вы в целом вот так кривенько будете ходить. И примерно так же, да, работает и с мозгом. То есть если какая-то конструкция не устраивает, он вот так сделает, и вы будете вот такую конструкцию считать за норму, потому что вот ему так удобно. Если мы говорим про дыхание, вот Эндрю Вейл, это самый простой вариант, да, 4 на вдох носом, да, задержка на 7 счетов, и выдох ртом со звуком. То есть это если не хочется приложение ставить. Если хочется приложение поставить, то там прям считает человек, и там удобно. Работает на самом деле с точки зрения вообще медицины прекрасно. То есть это стимулирует парасимпатическую нервную систему через активацию блуждающих